29 марта Всемирный фонд дикой природы проводит акцию «Часть земли». В рамках кампании на сайте фонда проходит сбор подписей и средств на поддержку проектов по сохранению дикой природы. В числе проектов и Турмонский заповедник на территории Северной Осетии. Цель проекта – сохранение популяции кавказских зубров. Республиканский комитет по охране окружающей среды призывает жителей республики поддержать проект строительства. Было, когда было заседание научно-технического совета, то было как-то определено несколько направлений. Да? Но исходя из того, что наиболее катастрофическое положение было по зубру, потому что их поголовье стало падать из-за близких родственных, скажем так, связей, нужно было срочно решать эту проблему. Тогда мы нашли партнера своего, скажем так, что это самый авторитетный на сегодняшний день партнер именно с точки зрения охраны окружающей среды. Это мировая структура, и которая уже где-то лет 7 осуществляет ряд проектов, среди которых и зубр. Зубров привезли на территорию республики совсем недавно. По словам Эдуарда Кубалова, животные неплохо прижились и уже дали потомство. Возможно, в скором времени мы будем наблюдать за ними не в федеральном заказнике, а в региональном заповеднике. Однако на реализацию этого проекта нужно более 1 миллиона рублей. На сегодняшний день собрано чуть больше 55 тысяч. Проект одобрен на высшем уровне. Председатель правительства республики Сергей Такоев подписал план мероприятий по восстановлению популяции зубра в республике. Зубр – это особо посещаемое животное. Почему так говорим? Потому что партии зубров, откуда мы привезли их, мы привезли из Подмосковья. Так вот, питомник подмосковный, он живет сегодня за счет того, что приезжают туристы, платят деньги, и на эти деньги содержатся зубры. В принципе, это задача, которую мы перед собой тоже поставили. То, что он очень интересен для посещения, да, животное мощное, красивое, очень обаятельное. Я поэтому думаю, что, скорее всего, это значительный стимул будет для привлечения туризма в республику.